Ну, пожалуйста. Спасибо огромное, Владимир. Благодарю вас за приглашение. И самое главное, что есть эта площадка для обмена мнениями, для дискуссий, и что здесь собрались люди, которым не безразличен их судьба. Только вчера мы отпраздновали 76-летие праздника Победы. Победа в Великой Отечественной войне была общей для всех. Для всех советских людей, независимо от места проживания, религии, нации. Тогда все объединились против общего врага, который нес зло, хаос, убивал и уничтожал все на своем пути. Проведение сегодняшней дискуссии символично. Она проводится после праздника Победы и накануне священного праздника мусульман, праздника Рамазан. Урок и посыл этих праздников один – мир и спокойствие в доме каждого. Строить мир вместе – это самое благое дело, мечта каждого человека. Президент нашей страны, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, многократно заявлял о приверженности нашей страны к миру и согласию. В течение многих лет он был инициатором проведения мирных переговоров для соседнего государства Афганистан. Мы четко понимаем, что решение существующих проблем должно происходить путем мирных переговоров. Для нас очень важно, чтобы все осознали, в интересах всех республик решать свои проблемы мирно, всемирно укреплять добрососедские отношения, развивать взаимодействие, сотрудничество в военной, культурно-гуманитарной сфере и объединиться против общей террористической угрозы извне. Отрадно, что на пути восстановления киргизско-таджикских добрососедских отношений делаются первые шаги. Буквально вчера, 9 мая, состоялся визит президента Республики Таджикистан, лидера нации Эмомали Рахмона в Москву, где он провел успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросам региональной безопасности. После визита Эмомали Рахмона состоялся телефонный разговор Путина с президентом Киргизстана Садыром Жапаровым. В конце мая Жапаров едет в Москву на переговоры с Путиным по той же проблеме региональной безопасности. Мы очень надеемся, что каждая возможность именно для решения каких-то конфликтных моментов, мы очень надеемся, что проблема решится, и мы будем жить и дальше в добрососедстве, уважая друг друга. И самое главное, мир и спокойствие – это мечта каждого человека, независимо, где бы он ни жил. С наступающим праздником, и всем вам удачи и всего самого наилучшего. А в проведении этого круглого стола для вас, Владимир, удачи.